Biz bir oylik уже яшьләрне чакырып монда сөйләдек, нәрсә ул ифтар, ураза нәрсә ул, аның иштәлеген, значит, мәгънәсен. Менә анасы бер атна калган тоже сөйләдек инде. Менә без үткәрдек ифтар студентлар белән. Менә аларның күпсе беренче, икенче курс. Алар ифтарга килде беренче тапкыр. Беренче тапкыр. Вот, беренче намаз күп кеше инде ясады. Анасы менә без үткәрдек ифтар башкортлар белән. Менә без башкортларны бүлмәйбез, башкортлар, татарлар без бергә. Башкортлар белән именно 2 көнлек, менә бу без инде Крутицкий переулокта үткәрдек ифтар тюркских народов. Аны менә Мәскәүдә без генә оештырабыз инде. Менә бүген безнең ифтар, мондый ифтарны без беркайчан үткәрмәйдек. Менә уж благодаря рәхмәт Илдарга, значит, Илдар безнең председатель МУРС Мәскәү. Оны, значит, бөтен Мәскәү белә инде, академик, аның инде, хәзер мин сөйләй башласам, жарты сәгать кирәк аның званияларын, ниләрен инде. Но бик признанный, уважаемый аксакал и еще к тому же председатель МУРС Мәскәүнеке инде. Нәрсә ул МУРСы, ничек ул күп кеше белмәсә, менә сораулар бирегез Илдар әфәндигә, значит, ул бөтен нәрсәләр сезгә инде сөйләр, менә бу МУРСаларның мәгънәсен, иштәлеген. Жамағат, қайырлы достар. Мен сізді тәбриклеймін. Бұл біздің Рамазан айы білән. Бүгін біз ифтар оқығыбыз. Чөнки биыл біздің бик зур байрам була. 1100 ел авval татарлар, Волга болгарлары ислам диніне кірді. Чөнки ул булды инде шундый бик зур татар милләтне җыды. Принятие ислама в 1100 лет назад в Волжской Болгарии определило вектор развития татарского народа, потому что татарский народ определился в своем самосознании, в развитии. Начала формироваться татарская нация, потому что в Волжской Болгарии это, так сказать, изначальный, так сказать, стержень формирования нации. Затем, в общем-то, сильно язык изменился, претерпел большие изменения. Влилось много этносов, которые сформировали татарскую нацию, которая стала сначала такая государствообразующая, потом она стала имперской нацией, потому что татары это не просто народ, это татары народ объединяющий, потому что мы были объединены в большой империи Золотой Орды или Улуса Джучи, старшего сына Чингисхана, Российской империи, Советского Союза, юбилей которого мы тоже будем отмечать в этом году, 100 лет СССР будет в декабре, и Российской Федерации. Даст Бог, что мы, в общем-то, может быть, нам удастся, в общем, воссоздать новую какую-то структуру, новое государство в прежних пределах, потому что, так определено было Всевышним, и мы должны так развиваться. Тем более сейчас вот страна переживает драматические события, было сделано много ошибок раньше, и мы должны их, в общем-то, исправлять. И сейчас очень героически преодолеваем это. Наверное, тоже за это дело помолимся. Дай Бог успеха нашим воинам, чтобы победа была за нами. Говоря о татарском дворянском движении, Меджлис татарских МУРС или татарское дворянское собрание, эта организация была создана 15 лет, которая объединяет по родословным признакам представителей татарской аристократии. Были мурзы, которые, большинство из которых происходило из служилых татар, были князья татарские, все-таки раз было государство, значит и существовала аристократия, которой, в общем-то, многие представители татарской знати влились и в дворянское сословие России, которое во многом тоже формировалось и от татар. Как татары были государствообразующие нации вместе с русскими, и татары, или начиная от волжских булгар, и русские, они определили развитие страны как многонациональной, веротерпимой и с национальным согласием, потому что очень много народов проживает вокруг Татарстана. Это угро-финские народы, и мордва, и удмурты, и марийцы, которые, будем говорить, даже 100 лет назад не имели своей собственной письменности, но они сохранились. И это благодаря такому бережному отношению. То есть их не истребляли, их не насильственно, в общем-то, не вводили в какое-то вероисповедание. То есть они могли исповедовать свои культы местные. То есть христианизация произошла позже, исламизации особой не было, почему она и потом не состоялась.
и много народов других сохранилось. Чего не скажешь, скажем, о Европе, где очень много народов исчезло. Например, скажем, если мы возьмем Пруссию, которая, в общем-то, этнически она сформировалась не из немцев, не из германцев, а из пруссов, которые были балтийским народом, но который ассимилировался и потом стал апологетом, в общем-то, германского милитаризма. И вот нечто подобное произошло на Украине. Если вы посмотрите все фамилии, в основном фамилии русские. Это были русские. Но вся произошла украинизация. И вот это вот именно не украинцы, а какое-то украинство, которое, в общем-то, и способствовало вот это такому движению, такому деспотичному, я бы сказал, злобному сопротивлению, ну, которое, наверное, все-таки по ментальности ближе к Западу. А у нас ментальность особая нашей страны, и татар, и русских, всего российского народа, мы отличаемся от них. Видимо, поэтому мы не можем вписаться в ту цивилизацию. Есть такие признаки. Мы сами по себе. И вот хотелось бы сказать, что вот татарское движение, оно, дворянское движение, оно формируется, меджлис существует, начало свое берет из Уфы, уже 30 лет будет в этом году меджлису татарских мурс. Ну, а все остальные меджлисы, ну, так или иначе, как бы являются филиалами большого меджлиса, центр у нас в Уфе, ну, мы так признаем, в Москве. Есть меджлисы в Санкт-Петербурге, в Казани, но сейчас вот ведутся переговоры, чтобы создать в Мордовии меджлис. Мурзы есть по всей стране, потому что татары живут дисперсно по всему региону России, ну и их много во всем мире. Конечно, перед нами стоит большая задача сохранения нашего языка. Это очень сложно в этом глобальном мире, но тем не менее мы должны к этому стремиться. Это большой труд. Это не просто так сказать, что мы ратуем за язык, потому что мы должны каждодневно работать. И прежде всего работать с молодежью, потому что язык, он переходит, как говорится, от родителей, от колыбели. Потом уже развиваются там школы, прочее образование, но язык рождается, появляется в семье. Поэтому мы должны действовать. Конечно, это очень сложно. Это не 20 век, тем более не 19. Но тем не менее, это наше большое достояние. И всей страны нашей большой, и татар, и всех тюркских народов, потому что мы являлись и консолидирующими и среди тюркских народов, объединяли их. И в принципе мы нация просветителей, нация культурная, потому что очень много книг печаталось в Татарстане для всего Востока, мусульманского Востока России. Много было ученых, богословов, которые преподавали, обучали во всех регионах страны. И поэтому, в общем-то, ислам, я еще раз говорю, что это, в общем-то, уже в ментальности татарского народа, может, в той или иной степени. Кто-то читает намаз 5 раз в день, кто-то, там сказать, прикладывается к рюмке время от времени. Но, тем не менее, мы все-таки ментально сохраняем наше единство. Все-таки ислам помог сохранить наш язык и наш народ. Потому что татары, еще я хочу отметить, благодаря именно исламу, являлся одним из самых грамотных народов не только России, но и Европы. Почти 90%, 87% грамотности было. Потому что центры культуры, как ни странно, находились в деревнях, где было медресе, где учились религии, изучали ислам, изучали историю, ну, многие дисциплины элементарные. Поэтому татары были грамотными, распространяли эту грамотность среди других народов. Вот это отрадно, что здесь собрались именно представители татарской аристократии, татарских дворян. Здесь присутствуют и известные ученые, здесь присутствует наш друг и коллега, геральдмейстер Российского дворянского собрания, вице-предводитель Станислав Владимирович Думин. Здесь присутствует секретарь меджлиса, княжна Кудашева Гузяль. Здесь присутствуют многие представители наших татарских мурс, Чанышевы. Вот сейчас придет академик Нигматуллин, научный руководитель, он уже в дороге, научный руководитель Института океанологии. Много здесь ученых, академиков, и врачи, и филологи, и философы, и военные деятели. Поэтому у нас много известных людей, которыми мы можем гордиться. И хорошо, что мы вот собрались сегодня все вместе. Мы, как говорится, отдадим дань нашим предкам, нашей культуре, нашим обычаям, нашей вере. И все вместе вот проведем этот вечер.
Собственно, изначально все предки татар были служилыми людьми. Ну, Булгар, понятно, Булгар был город торговый, там были купцы, там были ремесленники. Ну, в общем, большая часть кипчаков, которые кочевали в степях на Евразии, были воины. Они были охотники, они были воины, они были пастухи. И вот эта вот военная служба исторически уже в Золотой Орде была основным их занятием. Естественно, они служили сначала своим ханам, но потом, по мере того, как усиливались соседние государства, многие татары поступали на службу и к русским князьям. Вот так образуется группа служилых татар, которые потом помогают государям, и сначала Рюриковичем, а потом Романовым, укреплять общее государство. Общее государство, в котором было место и русским, и татарам, где татарская знать нашла такое же привилегированное положение, как и потомки русской аристократии. А Мурзы изначально, Таймир Заде, это сын князя. Ну вот, считал князем, беем, был глава рода, а члены этой семьи титуловались Мурзами. Позже Мурза, это стало таким почетным званием любого сколько-нибудь знатного татарского воина. И на русской службе те из них, кто сохранил мусульманское вероисповедание, в большинстве своем потеряли свои имения, своих крестьян, которые у них были, потому что крестьяне были в основном не татары, а мордва, они крестились, вот, христианами владеть мусульманам не рекомендовалось, в России это было запрещено, после чего, потеряв крестьян, многие эти потомки Мур стали вот чеботары, дворяне, это вот лапотные дворяне. Тем не менее, сознание своего происхождения, в общем, поддерживало в них и поддерживает до сих пор вот чувство сопричастности к истории. Не только к тем страницам истории, которые всех нас объединяют, Великая Отечественная война и многие другие вещи, это, в общем, и для русских, и для татар, украинцев, это то общее, но и более древняя история Отечества, потому что здание государства российского строилось не только руками русских, но и всех остальных народов. Это было общее государство, в котором мурзы и татарские князья занимали почетное место, в котором те из них, кто принял христианство, получили, конечно, дополнительные привилегии. Вот такие аристократические семьи, как князья Черкасские, князь Юсуповы, Урусовы, вот они, конечно, занимали более почетное положение, но есть и другие семьи, издавна христианские, но все-таки дорожившие своими татарскими корнями, своим татарским происхождением. Поэтому татарские мурзы – это тоже как определенная группа людей, которые, объединенные этим происхождением, пытаются сохранить традицию своего сословия. И это не значит, что они ставят себя выше других. Вот еще раз, в общем, это как и российские дворяне, которые объединены в этой организации, в которую входят и потомки татар, не значит, что мы считаем, что вот мы лучше других, мы других смотрим свысока. Нет, мы просто считаем, что наши корни, наше происхождение обязывает нас быть достойными наших предков и служить Отечеству так, как они служили. Вот это чувство ответственности, которое мы пытаемся передать и нашим детям, и внукам, нас объединяет, поэтому существуют эти сословные организации. Но, конечно, и как и прежде, высшее сословие любого народа выполняла какую-то организующую роль, помогала всем остальным своим соплеменникам, соотечественникам добиваться каких-то успехов. Я думаю, что и сейчас выдающиеся представители этих родов татарских мурз тоже играют такую же роль и в татарском обществе. Спасибо за внимание. Но я еще два слова. Сам я занимаюсь такой специфической группой татарского населения, литовскими татарами. Их называют еще польско-литовскими, но исторически это место их обитания, это Литва и Белоруссия, ну, Польша в какой-то степени. Это отдельная интересная группа, которая потеряла тюркский язык еще в XVI веке, но при этом, сохранив мусульманское вероисповедание, сохранила и свою национальную идентичность. Вот это существует до сих пор, проходят конференции, отмечалось не так давно 600-летие поселения татар в Великом княжестве Литовском, и когда-нибудь я с удовольствием, когда будет больше времени, расскажу об этой группе, действительно интересной. Но, тем не менее, еще раз спасибо за внимание. Приятно, что наши традиционные праздники сопровождаются такими экскурсиями в историю, потому что и сохранение традиций, это тоже дань нашим предкам, и сохранение памяти об исторических достижениях наших предков, тоже дань им. Спасибо.
Когда Рустем Эфенди меня пригласил позавчера, мы были на ифтаре тоже, и озвучил тему, связанную с ифтар, и в то же время Мурзы, я с интересом подошел, хотя всего 2 дня, к этой теме, ну, как доктор наук и также член правления фонда Байбакова, который занимается различными проектами, не только нефтегазовыми, но и гуманитарными, и являюсь членом Ассамблеи народов Евразии. И я хотел бы сделать маленькое уточнение, не в обиду своим коллегам. Происходит действительно, вот было упомянуто, Мурза, говоря научным языком, редуцировалась, сократилась в устной речи. Первая буква исчезла в устной речи. А. Амир Заде. И последние 2 буквы Т-Е. Получилось Мирза. Но потом в звуковом отношении это все менялось. И разновидность по значению то же самое слово появилось слово. И появилось и параллельно существовало Мурза. Вариант тоже звуковой Мырза. Это не имеет никакого значения в смысле какого-то обозначения. Это одно и то же понятие. Мурза, Мырза и Мирза. Теперь о происхождении Амирзаде. В действительности это не сын князя. Я прошу прощения, хотел бы уточнить. Это сын Амира, потому что Амирзаде. Амир в русской, как бы, в русском транскрипции написания, спасибо большое, да, это эмир. А эмир это правитель. Это правитель, это выше, чем князь. А вот уже сын Амира или эмира, он принц, он сын. И да, также были и другие слова, обозначавшие, значит, вот это понятие Саид, тоже, хотя по-другому звучит, и другие слова. Но сейчас не будем как бы отходить в сторону, углубляться. Действительно, первоначальное значение Мурзы – это аристократический дворянский род очень высокого уровня. И русские князья понимали, что татарская знать, аристократия, которых уважали их соплеменники ниже несколько по уровню, по происхождению, и с ними считались, и поэтому русские князья были заинтересованы привлекать на свою сторону и наделяли их землями, и даже финансовые, так сказать, были такие небольшие, можно сказать современным языком, вливания. Но потом были разные русские князья, и не совсем дальновидные тоже. Начало было позитивным. Они стали отбирать, боялись, что вдруг татарские князья получат больший авторитет. Но этот вопрос исправила мудрая Екатерина II в XVIII веке. И она приравняла татарских мурз к русским князьям. Более того, некоторые русские дворяне, чтобы стать рангом выше в знати, специально роднились, значит, с детьми, потомками татарских мурз. То есть было такое взаимопроникновение, и она вот выправила, и взаимоуважение. И действительно, если перенести на современность, мы все прекрасно понимаем, что какую роль играют тюркские народы, в том числе и татарский народ в России. И вот я хочу сказать, что вот такой сборник «Жиримда Үстелим», очень интересный сборник, он больше, может быть, не научный и даже не журналистский, более такой эмоциональный, но он хорошо показывает мнение выступивших здесь людей, в том числе уважаемого мною Рустема Фаизовича. Здесь упомянули академика Нигматуллина, который должен подойти. Я могу нескромно
похвастать, сказать, что в том же журнале, на обложке которого его фотографии крупным планом и его статья, есть моя статья, она вышла несколько месяцев назад, «Негативные вызовы и славяно-тюркское взаимодействие». Россия – это именно представитель той славянской национальности, которая наилучшим образом осуществляет сотрудничество с тюркским миром. Если пойти шире, тюркский мир составляет без преувеличения, без возвеличивания, а совершенно демографически и географически составляет сердцевину Евразии, таких известных русских ученых, основоположников Евразии, как Лев Гумилев. Кстати, 18 сентября этого года исполняется 110-летие со дня рождения величайшего основоположника Евразии. А что такое Евразия? Это, если идти обратно от тюркского мира Евразии, от Евразии к тюркскому миру, это общность мыслей, независимо от культуры, отличия в языках. Это не означает, что отнимать или давить, или воздействовать на культуру тюркских народов, или финно-угорских и так далее. Это вот, как правильно здесь было отмечено, скромный, не назвавший свой другой титул научный, вице-президент Российской академии естественных наук Ильдар Эфенди, да, это вот умение сосуществовать и делать одно великое дело той страны, гражданами которой мы являемся. Ну, что касается, если так кратко еще отметить про МУРС, они были распространены, это не было сказано, поэтому я позволю добавить короткое добавление в Казанском, естественно, ханстве, Сибирском ханстве, Астраханском ханстве, Ногайском ханстве и, простите, нет, Крымском ханстве. И Ногайское не называлось ханством, Ногайское называлось Ногайская Орда. То есть, ну, для тех, которые не разбираются, ну, какая разница, там ханство, здесь ханство. Нет, вот таким вещам надо быть очень аккуратным. И не только тюркам, и русскоязычным, и другим представителям других национальностей. Потому что даже вот когда я общаюсь с кыргызами, я подчеркнуто говорю «Кыргызстан». Они замечают это. Вот недавно было очень короткое общение такое, по касательно. И мне этот молодой человек сказал: как вот вы правильно, спасибо вам, что вы не сказали Киргизстан. То есть это все национальные чувства затрагивает тонкие. И мы здесь тоже в том числе собрались в связи с ифтар. Это тоже продолжение традиции тюркских народов, татарского народа, чтобы как бы продемонстрировать свою культуру, потому что независимо от религии, и в исламе, в первую очередь, как самой молодой религии, поскольку она самая последняя религия, это не секрет, и она постаралась вобрать все то, что хорошее есть в предыдущих религиях. А основой является, и вряд ли кто-то может возразить, и вот уважаемые здесь представители этой области, что главное, что сердцевина религии, это благие, то есть добрые мысли, благие, то есть добрые слова и благие поступки, дела. Добрый вечер, уважаемые гости. Большая благодарность Ильдара Быга, что он ифтар сегодня, алхамдулилля, это, как бы, скажем, значение ифтара, это огромное в исламе. Здесь собрались за этим столом в Москве, я услышал, мы мусульмане, татары и все тюркоязычный народ. Мы здесь в Москве, я хочу сказать, опять же, и ислам не гости. Мы изначально уже, скажем, с начала развития даже этого города, когда наш хан Узбек дал направление Ивана Калите, иншаллах, если хан Узбек, он уже был уже при жизни мусульманами и был уже государство образовать, значит, он дал приоритет человеку, как бы, право на правление мэром города. Исходя из этого, с этого момента уже здесь огромное количество было наших
мусульман, татар. Почему хочу сказать мусульман? Потому что ислам, он уже принят уже было в 920 году, до принятия христианства русскими за огромное количество. Значит, вы представляете, это принятие ислама в 920 году, сколько же времени прошло, пока наши сородичи вникли в этот ислам, чтобы принять уже государствообразующим законом. Вы представляете, это надо больше, наверное, не за 10 лет, это по-любому столетия прошли. До того момента, когда наши ханы, наши правители в Болгарии приняли это и поняли, что ислам, альхамдулилля, это милость, и они, и, возможно, как бы взяли законом государства, где был свод законов, соответственно, с шариатом, с исламом. И опять же, и в Москву были отправлены наместники, потому что Казанское ханство было, Крымское ханство, здесь рядом Касымское ханство, они были взаимосвязаны, это братские государства были, это не чужие, они имели между собой связи. И в Москве огромное количество наших, как мы говорим, и мурз был, и наших правителей, образованных, толмачей, как мы говорим вот сейчас. Толмачи это толмач, басман это басман, значит, печатная, да, как бы, скажем, вот эти балчик, это глина, таганка, это трехножка, где варится еда, арбат, это, иншалла, это который телега для лошадей, овчины, это, да, как кожевнический, где обрабатывался, особенно мусульмане были развиты обрабатывание кожи, как бы. И вот я сейчас хочу сказать, что мы здесь не пришли, мы здесь коренной народ, и мы имеем полное право, альхамдулилля, что вот здесь. И хочу сказать, вот по истории я прошелся, у нас было, вот сейчас нужно, я вышел, и как бы наши сторонники вышли с предложением, иншалла, скоро напишем письмо мэру города Москвы. Был у нас Зирят кладбище, это кладбище, где парк культуры, где рядом с этим университет, горный университет, потому что там лежат основоположники этого государства. Потому что, вы представляете, это кладбище было закрыто в 1639 году уже, закрыто было. Вы представляете, это Москва, не сегодняшний агломерат был, не сегодняшний мегаполис, это было небольшое местечко. Вы представляете, что кладбище закрыть, небольшое местечко, это сколько лет нужно было? Это по-любому, опять же, не столетие, это, наверное, несколько столетий, 300, 400, это маленький город был, чтобы кладбище это закрыть. В 1639 уже году, да, как бы она закрыта была. Потом в 1775 году уже Данилской. Вы представляете, это кладбище, там лежат основоположники этого города, потому что иметь было при правительстве тюркские представители татарского, это привилегия, потому что мать Ивана Грозного была татаркой, мать Ивана, как бы, Петра I татарка Нарышкина, да, как бы, Нарышкин, Юсупы, Тургеневы, Гоголи, это, скажем, весь цвет русской интеллигенции, это корни татарские. Об этом не знать. Вот, чем гордится сейчас русский народ, это, да, большинство половины, корни татарские. Было привилегией иметь у себя корни татарские. Я об этом говорю. Вот нужно это кладбище, это наше место, это наши предки, которые основоположники этого города. Мы выходим, чтобы там где-то мемориальную доску или какую-то территорию, чтобы мы могли приходить. Это вот коренные москвичи, которых уже, наверное, некоторые и позабыли, уже называются русскими, но у них корни татарские, и их, вот, скажем, род лежит в это кладбище, да, как кладбище, потому что и мечети у нас, говорят, мечеть Большая Татарская, первая мечеть, это не первая мечеть, я вам хочу сказать, это уже как бы по которым архивным документам только пришли 4-я мечеть, до этого была первая мечеть на Караульной Толмачевской, потом на Огородном проезде. Историю мы должны знать, альхамдулилля, историю беречь, ислам как бы привнес, ислам сохранил нас. Большой татар, язык наш, который огромное количество, вот, Коломна, Рязань, это, много, это, скажем, истоки татар. Там, если проверить, у русских где-то больше 60% корни татарские. И, потому что сейчас наука идет и вперед, если хотят кто-то со мной как бы поскоберить, есть генеалогия. У нас генеалогия до 9-го колена, можно проверить, кто у тебя был в крови. Вот исходя из этого сказал, спасибо Рустам, спасибо Ильдар Абыга, что, альхамдулилля, ифтар, что мы здесь народ не пришли, что ислам здесь изначально, и с развития уже этого государства, развития Москвы, вот я хотел сказать побольше, да, чтобы мы понимали, все мусульмане, альхамдулилля, что, баракат, ассаламу алейкум, всем большое спасибо. Біздің халық бұрынғы халық. И Россияның историясы көп нәрсе булышып эшләде. Біз бірге тұрдық, Россия. И біздің Тажитин шлайты. Нельзя Святую Русь предполагать только это вот урыслагына. Юг Святая Русь біздің татар халқы да. Башқұрт халқы, татар халқы, башқа халықлар біздің. Вот. Но біз бик религиозный болмасақ та, барбір жиылабыз. Потому что біздің күмәлер бұрынғыша, біздің бабайны, прабабай кебек біз шлайды.
Біздің Сергей Петрович Капицы, анан сұрадылар, сіз кімсің? Ол айтты, я русский православный атеист. Мен өзім тұрында ойладым, кім мен? Мен айтты, мен татар, руста, Россияда өскен, Москвада туған, Россияда шлем, ну татар, бірінші татар енді. Нерелигиозный мусульман. Мусульман. Бөтеніміз мусульман. Вот шлай. Ну вот, жиылдық, рахмет, қаршы алғанымыз үшін. Оңғышлар сізге бөтенімізге. Шуны біздің тағын бір фикір сізге айтамын. Қазір, конечно, рус халқы қазір бит түбәнге түсті. Біздің халық түбәнде. Шундан мен айтам, рус халықны татар болмаса, еврей болмаса көтеріп болмай. Біз аны көтерге, рус халқын да көтерге. Өзімізні да, рус халқын да көтерге болышыға керек. Вот шундай фикірлер мен сізге сөзлемді бітіремін. Рахмет. Кешебіз мүбәрәк болсын, иншалла. Қазір Құр'ан кәрімні оқып, азанны әйтіп, вақыт кіргенде, иншалла, ифтарға башлайбыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. Ашата алсақ, mesela өзіміз hamda біздің айларыбызны, біздің туғандарыбызны шақырсақ, мындай бір ғадат кіртсек, өз ғайларыбызға, яғни милләтібізге, ол бар. Яғни қайбір жерлерде, қайбір кішілер, татарлар, hamda diğer başka milletlerde жиыла. Рамазан айында бір-бірсіні шақырып, бір-бірлерге барып, ифтарларını уздыралар. Hamda неше файдалы әйбер бар мұнда. Біріншісі, кішілер жиыла. Жиылғашта бір-бірсі білән сөйлешелер, танышалар. Hamda файдалы була. Бір, икенчisi савап тарафыда, яғни дин тарафынан қараса да савап та бар. Не үшін? Хам ашатабыз, hamda misafir деп атала. Қонақларға, яғни қонақ итіп қабыл етерге, ол бек сауаплы іш. Hamda бір кіші қонақ итіп келгенде, өзі білән 10 бәрәкет кетірі. Кеткенде, бірісіні ала, 9 бәрәкетіні ашаған жерде қалдыра. Аның үшін қая ифтарларını ясасақ, шул жерлерде бәрәкет бола. Hamda melekler, ferişteler nindi yerlere gelirler. Ferişteler yer yüzünde karılar. İnşallah kaya iken Allah Teala'nı zikrederler. Kaya Kur'an okuyorlar. Kaya yaxşı işlerini işleyler, vaazını söylerler. Şol yerlerini izlerler hem de bulgaçtan
келәләр вә башка фәрештәләрне чакыралар. Килегез монда дип. Монда Аллаһ Тәгаләнең сүзе укыла. Ислам дине турында вагаз алып бара. Аның өчен бөтен фәрештәләр бу җиргә килә һәм дә бу җиргә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте инә. Шундый бер гадәт кертсәк үзебезгә Рамазан аенда тутсак та, тутмасак та, ураза тоткан яда ураза тутмаган кешеләрне чакырсак, гүзәл, күркәм бер гадәт булып сайылыр. Дин тарафында хәзер сөйлим, Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: кемки минем суннәтне ихья итсә, то есть кто возродит мою сунну, какую-то часть, 100 шахидин савабы биреләчәк. 100 шахидин савабы биреләчәк. Вот. Һәм дә там бер сүзне әйтим. Кыямәт көнендә пишман, бөтенбез пишман булачакбыз. Все будут сожалеть в судный день. И в основном будет сожалеть двое. Первое — это те, кто по какой-то причине не смогли научиться читать Коран. Первое. Второе — это те, кто перед сухуром и во время перед ифтаром не делали дуа, так как это то время, когда наши дуала принимаются Всевышним Аллахом. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: наилучший из вас тот, кто самый полезный из вас. Поэтому в этом плане Аллах Ашкар, это место, я думаю, одно из таких мест, полезных мест, так как объединяет нас. Аллах Ашкар, я сам давно хотел сюда прийти. Я через Инстаграм смотрел некоторые прямые эфиры, за что он Татар следил, и думал, когда же появится возможность сюда сходить. И тут неожиданно, нежданно, негаданно, то есть пришли сюда. То есть Аллах Ашкар, и мы здесь тоже побывали, очень понравилось. Аллах Та'аля разы болсын от организаторов, от тех, кто организовал, кто как бы то ни помогал, какое бы участие ни принимал, пусть Аллах Та'аля будет доволен. Вот, очень благое дело, и если мы будем такие встречи проводить еще и у нас дома, среди родных, это будет объединять, так как родственные связи очень-очень важны, и в исламе этому уделяется очень сильное и пристальное внимание.